Сосногорской больнице Минздрав Республики безвозмездно выделил 2 новых машины скорой помощи. Это стало только частью масштабного обновления ресурсов медучреждения за последнее время. Благодаря этим изменениям здесь пандемию встретили с максимальной готовностью и продолжают качественно оказывать помощь. Подробности у Виктории Науменко. Это машина скорой класса «Б», то есть для оказания общей медпомощи, одно из самых свежих приобретений в Сосногорской больнице. В конце ноября их поступило 2. Одну отправили в больницу соседнего поселка Войвож, вторая осталась в Сосногорской. Автомобили такой модели надежные и проверенные, делится начальник больничного гаража. Автомобиль скорой медицинской помощи оборудован всем, что есть. Предпусковой подогреватель двигателя, климат-контроль в салоне стоит, Webasto. Также оборудован мощным мотором. Полный привод, кузов стеклопласт, не подвергается коррозии, гниению. Хорошая машина подходит для поездок в сельскую местность. В целом в больничном автопарке вместе с ресурсами поликлиники 30 автомобилей. И все они сейчас работают на износ, как и доктора. Количество вызовов, как и во всех медучреждениях, в разы увеличилось. Соответственно, и поток пациентов. Как нельзя кстати, сейчас пришелся закупленный в прошлом году в рамках программы обязательного медицинского страхования аппарат ИВЛ, говорят доктора. Кроме того, большая удача, что в больнице вовремя успели отремонтировать передвижной флюорограф, который сейчас крайне востребован. Существенную поддержку медучреждению оказали градообразующие предприятия в рамках благотворительной помощи. Были получены 2 прикроватных монитора, кислородные концентраторы, порядка 1 миллиона рублей, а также средства индивидуальной защиты, это костюмы, маски, одноразовые халаты и посуда, которые используются в отделении реанимации, в инфекционном отделении. Средства ФОМС, средства Минздрава и благотворительная помощь как никогда была кстати в этот период. Впрочем, пополнение материально-технической базы не только помогает в борьбе с новым вирусом, но и повышает качество помощи пациентам с другими диагнозами. Сейчас, когда основные силы здравоохранения брошены на подавление пандемии, это особенно важно. В рамках благотворительной помощи от градообразующих предприятий закуплено новое диагностическое оборудование. Было получено медицинское оборудование на сумму 7 миллионов рублей. Кардиоваскулярная ультразвуковая панель экстра-класса используется как на стационар, так и на поликлиническое подразделение. Видеогастроскоп и колоноскоп со всеми принадлежностями. Это монитор, стойка, процессор. Активно используется нашими эндоскопистами. Преимущество нового гастроскопа уже успели оценить и пациенты, и медики. Его видно даже непосвященному. Трубка в 3 раза тоньше стандартной. В проведении не самой приятной процедуры диагностики желудка это важный аспект. Кроме того, недавно Минздравком предоставил еще один новый гастроскоп. По словам врача-эндоскописта с 35-летним стажем Виктора Голоядова, такой уровень обеспеченности аппаратуры в своем отделении он видит впервые. Они сами нам прислали еще один новый аппарат обыкновенный. Типа Пентакса, которые у нас старые были. Но абсолютно новый аппарат еще у нас есть. Сейчас у нас обеспеченность этими аппаратами идеальная. Но и на этом обновление материально-технической базы не заканчивается. До конца года должны поступить еще новые прикроватные мониторы в отделении анестезиологии и реанимации. Так что о техническом оснащении беспокоиться пока не приходится. Но лучше, чтобы горожане все-таки болели реже, говорят доктора Сосногорской ЦРБ. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорск.